Всем большой привет! Слава тебе, Господи, все праздники закончились, рабочие будни тоже. Была неделя сенокоса. Ну, в этом году мы справились даже быстрее. Ну, практически 3 дня. Скосили трактором, все сгребали вручную, привезли. Нормально, корове на зиму хватит. Съездили в город Сыктывкар, отдохнули, отметили юбилей у сестры Галины Геннадьевны. И сегодня с раннего утра выехали, с 5 утра, и как мы видим, 5 вечера, уже больше, наверное, да? 3 часа дня. Нету еще, значит, 3 часа дня, а мы уже на Печоре, мы уже приехали. И приехали в новой старой компании. Владимир Васильевич, это у нас никто еще не видел. Будем знакомы. Ну, а это лицо вы уже знаете. Николай. Николай у нас приезжал с Александром, привозили лодку. Вот как бы дорогу уже знает сюда, доехал, даже не надо налево, направо, все нормально, доехали. Доехали до дамбы, выгрузились. Теперь еду за лодкой, чтобы не поднимать и отпускать. Ну, дорога грязная, гора высокая. А тут приехали, выгрузились на пустой лодке. Приезжаю, загружаюсь, чистим рыбу. И едем домой. Да, пока я езжу за лодкой, я так думаю, они уже что-нибудь да поймают. Но это мы скоро увидим. Пока поехали. Поехали за нашей Уралочкой. Рыбалка с ночевкой. С ночевкой в избе, надеюсь, все будет нормально. Надеюсь, все будет хорошо. Погнали. До свидания, берег родной. Короткие сборы, ну как получилось короткие. Одно, другое, третье. Вот еще здесь хлама немножко. Удочек собрал своих здесь. Все, что есть. 4 удочки. 2 спиннинга. 3 Коля мне привез тоже новый спиннинг с катушкой. Но сегодня уже не буду, сегодня времени мало. Попробуем порыбачить на старой спиннинге. Сейчас Коля, Володя еще сядут. Груз, ну, опять 500-600 килограммов, не меньше. Так что, вот спрашивают, зачем тебе такая большая лодка Уралочка? Ну вот, именно для того. Потому что если бы на казанку, тем более на обяжку, если бы мы сели с таким грузом, 3 таких здоровяка, то лодка бы просто без волн тихую погоду шла бы как плот, а волну вообще страшно подумать даже. А это что, вот пустая едет. Также она и поедет груженная. Разницы практически никакой. За счет площади осадка минимальная. Ну, сейчас мы сами все это увидим. Что, рыбу почистили? Ни одной поклевки. А вы тут чем занимались? Постоянно. Не на удочку ничего? А, удочек не было, да? Ну вот, я Коле только что сказал, что приедем, будем рыбу чистить. Ну, все-таки народ не врет. Говорят, на спиннинг ловится плохо, практически не берет, а на удочку, на малька ловится. Так что сейчас мы попробуем прямо здесь поймать. Там много. А? Там много. Сейчас я попробую с очком наловить живца сразу, чтобы потом голова не болела, пока ребята грузятся. Сейчас я попробую черпануть с очком живцов. Он здесь, ну здесь мелковатый. И на живца, я так думаю, что-нибудь да поймаем, пока грузимся. Я вот так прикинул, да? Не меньше же 500-600 килограмм сейчас будет здесь груза? Не меньше. Не меньше, я тоже так думаю. Считай, мы втроем, это уже почти 350. Какой 300? Я сотка чистый, без одежды. Я 140. 140, вот 240. Но вот это уже 200... 300.
30 килограмм. 330 килограмм это без штанов. А с броднями, с сапогами, с грузом, с жидкостью всякой, так, с бензином. 500-600 килограмм, не меньше. Так что сейчас посмотрим, как мы груженные пойдем. Ладно, хорош болтать, пошли мальков ловить. Вот, Николай говорит, я никогда не видел, как ты это делаешь наяву. Не в кино, а наяву. Ну, в принципе, сейчас мы это дело попробуем, но получается не всегда. Малек вот плавает, малька очень и очень много, но когда как. Бывает, он просто дуром прет в этот сачок, без ничего, без хлеба, без ничего. Бывает, он выеживается. Сейчас посмотрим, что у нас получится на этот раз. Вот, закинули сачок. Вот. Под сачком я вижу огромное количество малька. Под сачком. Слева очень много. Сачок пока никто не идет. Вот, пока начали обходить. Пристраиваются. Как бы пару мальков я еще как бы даже могу сейчас поймать. Но основная масса вот она. Идет в сторону. Еще сачок неровно встал, блин. Надо помельче глубину, наверное, выбрать. Вот, он весь стоит за сачком. Сачка боится почему-то. Сачок стал неровно. Умные, продуманные мальки. Сейчас пойдем туда, где помельче тогда. Вот он здесь прямо стоит толпой. А в сачок не лезет. Не, он полезет все равно. Он против течения сейчас. Он немного подходит, он пристреливается как бы. Надо, наверное, немного шугануть их оттуда. Туда, в ту сторону, блин. Или кинуть еще лучше вот так вот. Нет, они пошли. Ты смотри, вот ни хрена не получается. Сейчас мы попробуем поймать их на мели. Относительно мели. Вот тут средняя глубина. Попробуем здесь. Тут хоть ровненько все. Так, закинули. Один малек уже залезал. Не хотят. О, окунь подходит, окунь. Второй окунь к сачку, мелкий окушок. Он говорит, а окуней нет, вон два окуня уже. Сейчас сачок еще залезут, блин. Боятся. Вот бредишком бы, да, черпануть, тырк. Блин, тогда с лодки рыбачил, они в сачок сами лезли. Все боятся. Воду. На муть немножко вроде бы как. Пошли, пойду еще дальше помучу здесь. Типа вот здесь вот муть подниму. Че, они не умнее же меня, блин. А Коля сейчас оттуда их загонит. Во-во-во-во-во, пошли, 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 пошли. Ну ладно, хоть немножко, но возьмем. Загонная охота. Загонная охота получилась у нас. Рыбалка, вернее, законная. Тихо, 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 сейчас это. Ну-ка. Грибай. Немножко поймали. Десяток. Пару десятков, наверное, да? Нет, ну, штук 15, наверное. Сейчас еще попробуем загнать их. За 3 попытки немножко, штук 30 мальков мы поймали. Загонные рыб, это так уже не лезут. Так что потом еще с лодки на глубине попробуем, может залезут во время рыбалки. А так время тратить не будем. Здесь даже пробовать, наверное, не будем. Здесь, ну, я так думаю,
Есть, конечно, крупный окунь вот здесь. На резину тоже пробовал, Коль? Бесполезно, ни одного дырк, да, было? Просто если мы сейчас закинем удочку, мы сейчас здесь и останемся. Надо выгрузить эту избу, да. Весь это основной груз, чтобы не мешалось лодке. А потом уже начнем рыбачить. Время это уже оказывается не 3 часа, а 6 час, действительно. Да. Осталось рыбачить пару часов буквально. Вот в телефоне глянь, сколько часов специально отправляемся. 17 часов ровно. 17 ровно, все. 8 уже мы должны быть в избе, так что на рыбалку у нас остается 2,5 часа вместе с дорогой на сегодня. На секунду, это я здесь просто все. Залезаем. Там глубина сразу, да, садитесь, садитесь здесь. Вон сюда садись. На, сидушку ровненько, да и все, да? Сюда? Да, все. Как? Ничего, устроились? Все, поехали. Ну, с Богом. Николай уже не терпится поймать большую щуку. Груз немного на носу, но сейчас мы выгрузим бензин и будет нормально. Сейчас попробуем. Если пойдет хорошо, нет, так будем перекладывать груз. Но загружен больше. Ну-ка сейчас посмотрим. Ну-ка так. Всё. Нормально. Поехали. Немножко неравномерно загрузили лодку, получается. Нос лодки загружен больше и неровно. То есть если мы даже сейчас весь бензин закинем сюда, то будет нормально. Но перекладываться уже не будем. Сейчас доедем до места, выгрузим все в избу и будет нормально. Задевает. На Казанке бы уже не проехали. Тут лыжи задевают, а как бы... Вот и причалили. Нос перегружен. А так все нормально. Сейчас выгружаем нос. Выгружаем бензин, шмотки. Но сначала налегке схожу до избы, посмотрю. Занято, не занято. Давай. Ну по пути возьму что-нибудь. Так, придержите, можно якорь скинуть, чтобы не ушла. Сейчас вот этот сам. Так, давай мне.
пару канистр. Конечно, только тут груза сколько у нас все на носу. Один якорь только чего весит. 30, 50, 100 килограммов только на носу. Якорь скинули, уже никуда не уйдет. Бензинчик. Фу. Вроде бы никого. Ну здравствуй, избушечка. О, тут матрас дополнительный появился. Да не один. Так что, друзья, остаемся здесь. И сегодня мы будем ночевать с комфортом. Вон у нас сколько здесь сгубки матрасы, спальник, ставосбур. Все хорошо. Так что заносим все вещи в избу, которые нам сегодня не понадобится. Берем только снасти, удочки, мальков и ведра под рыбу. Все остальное вечером как стемнеет. А стемнеет уже скоро. Все, мужики, выгружаемся. Здесь ночуем. Попадется что-нибудь или нет с первого раза? Но тут сильно не заглубляй, очень много коряг возле берега. Хорошо. Вот если они сейчас поймают хоть одну рыбку, таскать вещи мне придется одному. Да? Ну нет же. Николаус? Нет же. Конечно, да. Конечно нет. Конечно нет. Бывает, тут сейчас чуть выше можно подняться, сразу попробовать, там вот окунь поклевывает неплохо. Но мне здесь одно не нравится, можно оставить хорошую снасть. На удочку, если на маленькой глубине, да, не заглубляясь. А спиннинг с хорошими блеснами я сюда не кидаю обычно. Резину-то бог с ним, как бы, не так жалко. Резина есть резина. Резина не берет. Ну, говорили, что не берет, да. Ладно, уломаем. Это мы... У нас сегодня вот взяли уховарочку. Уха двойная. Должна быть 100%. Да, ну а хуй, я так думаю, мы сегодня поймаем. Картошечку выкопали. Первый раз попробовали картошку. Вон, с 3 кустов пару килограмм взяли. Картошка вся еще держится крепко на кусте. Так что расти еще и расти. Вон, смотри, малька сколько, видишь? Да, вон, да. валом. Тьма. Ну все, основное выгрузили. Сейчас посмотрим, как поедет килограмм. 200, наверное, подняли, да? Как минимум. И самое основное, что подняли именно с носовой части. Потому что у нас перегружен был сам нос, носовая часть. Ящик лимонада, ящик пенного, якорь, 30 литров бензина. Вот сколько уже получается килограмм. 100 с чем-то, наверное, килограммов. И так вот еще по мелочам. Остальное все, что вот мы здесь сидели, осталось на середине. Сейчас попробуем, как сейчас пойдет. Все, уже мотора воды хватает. А так был, носовая часть ниже была. И мотора как бы не хватало для разворота. Теперь все шикарно. Погнали. До вечера, избушечка. Нам сегодня главное на уху поймать. А рыбы наловим завтра, потому что солнышко вон уже на горизонте. Вот, рыба присканулась. Рыбачить осталось совсем немного. Но мы попробуем.
друзья, мне совсем не нравится сплошная туча, лишь бы она не шла в нашу сторону, иначе всю малину испортит. Пока вот погодка просто прелесть. Везде вот плещется рыба, видно. Ну, это, наверное, зиг, я так думаю, вот. Или хариус. Нет, это зиг. Вот. Подъезжаем к месту. Вот оно. Рыбаков не видать. И прямо отсюда начинаем сплав сначала удочками, спиннингами, а потом, если на спиннинг брать не будет, достанем удочки и будем пробовать на удочку. Ну, в принципе, вот мы и приехали. Новую удочку пока доставать не будем, потому что это будет очень долго. Терять драгоценное время не будем. Будем пробовать вот эту телескопичку еще. Надо пробовать. Да, нужно пробовать, нужно. Пошли первые забросы. Кто первый поймает, тот и наливает. И все молчат. Наливать. Так, мне монтировать опять вырезать, да? Полдня придется. А, ты опять что ли снимал? Конечно. Не смотри. YouTube закрыли, Дзен-то показывает. А то Николай говорит, нету больше Коми Рыбака, нету больше Ютуба. Я говорю, нет, Коми Рыбак есть у нас на Дзене. Это еще не все кончено. Российская платформа, дай бог, и процветание будет лучше еще, чем YouTube. Так, ну что, первый заброс у нас с воблерком тоже. Кто на что ловит? Я на резину. На На вертушку. на резину, на вертушку, я на воблер. Короче, все Пробуем. разные снасти. Будем пробовать. 10 забросов нет, так я достаю удочку нафиг. Достаем удочки и начинаем лупить. Драть жаберья. Начинаем лупить лупу. Лупу, да. Драть жаберья начинаем у рыбы. Смотри, не зря говорят, он на спиннинг после того, как вода начала подниматься, перестала брать. Ну, я тебе не верю. Искусственные приманки рыба брать не хочет. Раз по 10 закинули, ни одной поклевки не было. Сейчас попробуем, что нам скажет малек вездесущный. Просто вот так вот нацепил малька на джиг-головку. Я даже перевязываться на обычный крючок не буду. И сейчас посмотрим, что у нас получится. Смотри, у нас и здесь ничего не получается. Это что такое? Это что с рыбой стало? Съездили в Сыктывкар, погуляли. Рыбы нет. Нет, рыба есть. Догулялись, короче. Да. Опа, вот она поклевка первая. Вот она и вторая поклевка, третья. И нет малька. Но поклевку уже увидели, значит здесь рыба есть. Сейчас нацепим малька побольше. Это, наверное, мелкий окунь, потому что вот она сразу поклевочка. Вот она, вот она, вот она. Вот она, вот она. Вот она. Ну, по-любому мелкий. Крупный бы проглотил этого малька. На малька поклевки есть. Ну, вот видишь, вот он первый. Первая шпала. Ой, и малька уронили.
Блин, сейчас его, смотри, возьмут. Он плавает еще. Так. Сегодня берем всех, даже таких на уху, да? Да. На уху, да. Блин, как тебя поймать-то, малька-то? Вот он плавает там. На ведре, да? Сейчас я на червя попробую. На червя, наверное, еще меньше будет. Мелкий, я так и понял, что он это мелкий. Потому что крупный проглатывает сразу. Вот на червя должен тоже сразу, наверное, клюнуть. На червя, если ловить на маленький крючок, здесь можно и плотву поймать. Ты смотри, даже на червя не хотят. Что за аномалия такая? Опа, вот он. О. Поймали второго окушочка на червячочка. Глаза уже есть. Эти глаза напротив. Осенью мы в сентябре как-то вот здесь, на этом месте, вода чуть больше, правда, была. Попали, так попали. Я 20-ку надергал, наверное, часа за полтора. Если честно сказать, я удивлен. Коля говорит, был один удар на 15-20 забросов уже, да? Я поймал 3 небольших окуня с ладошку на удочку. И то он берет еле-еле. Червь, малек, вот даже глаз сейчас подцепил. Рыба есть 100%. Она здесь была, есть и будет, но почему? Вот вроде и погода хорошая, но она совсем не хочет брать. И почему-то это не к добру. Надо подобрать резину. Белую, красную, желтую, морковную, Коль, поставь. Да, все пробую потихонечку. Потихонечку пробую все. И ту, и ту, и ту, и ту. И ту, и ту, и эту ту. Все-таки лучше это, наверное, малек. Все-таки нацеплю малька и не буду испытывать судьбу. Времени у нас и так уже нет. Червя тоже кушать не хотят. Все-таки это лучшая наживка в мире. Все, вот теперь поклевка будет. Наверное. О. Я говорю, малек поставили, вот сразу поклевка вон. Вон. Ну, нехотя. Поменьше крючок поставить, что ли? Да ладно. Поставь блесну мою. А? Блесенку мою поставь. Там крючок небольшой. Ну, там мелочь будет ловиться потом. Там потом мелочока. Есть первая шпала. Есть первая поклевка на спиннинг. Все-таки щука, да? Окунь. Только поставил. Ага. Щучка. А, оранжевую? Оранжевую поставил, сразу есть. Да? Все-таки не зря, да? Испытанные уже, да? Испытанная, да. Вот так вот. На вкус и цвет товарищей нет. Так что я ставлю. Идем. Тоже воблерок сейчас поставлю. Самое интересное, на удочку даже поклевок нет. Там на мели вот мелкие это. Тут есть щука, тут есть крупный окунь. Вон Коля тогда, да, поймал? Напоследок-то здесь. О, крякушка. Ну-ка накрякай нам щучку килограмма на 1,5. Спиннинг немножко покидаю воблером. Что-то мне никак не верится, блин. Как так? И потом
Все-таки попробуем. Ну, на другое место поедем. Где-то поглубже тогда. Где-то же ведь есть голодный окунь. Ну вот прошло еще минут 15, наверное. Николай говорит, ваши комментарии. Ну что я могу прокомментировать эту ситуацию? Правильно Василий сказал? Первую рыбу не обмыли? Знаешь? Первую рыбу не обмыли. Да. Вот тебе и результат. Традиции-то не надо изменять. Потом, я такой говорю, давай в избе уже, потом, что здесь, сейчас. Ну вот тебе и на. А с собой ничего не взяли, все оставили в избушке. Вот сейчас бы по чарочке ага, и было бы все ого. Нет, нихуя, было, давно уже было, знали там. Вот так вот, а мы хотим еще дождаться поклевок. Рыбаки, блядь, на рыбалку приехали. Спортсмены, ебаные. Аристократы. Спортсмены, блядь. Давай еще будем рыбу отпускать. Да. Ну, Васильевич отпустил же одну уже. Они там, кто у тебя там рядом с тобой сидят, Опа. они все так делают. Была поклевка. Может, еще не все потеряно. Ну, такая чисто на отшибись. Тюкнула разик и все. Она жрать не хочется слова совсем. Опа. Вот так, смотри. Опа. Щука была. Коля говорит, в Сыктывкаре такая же рыбалка. Один в один. Ролик, может, так и будем назвать? Сыктывкарская рыбалка сегодня? Рыбалка по-сыктывкарски. Да. Как в Сыктывкаре. Нет, ты только сказал, да, смотри, щука-то плесканулась на воблер, но даже на кончик этого, но на второй раз уж точно не возьмет его. Как-то вот так. Бывает и такая рыбалка. Уха у нас будет жиденькая сегодня, если мы ничего больше не поймаем. Но будет. И это даже не снято. Мало того, что ничего не ловится, еще и об траву оборвал воблер. Ну, предприняли попытку, подъехали, увидел в траве. И с очком мы вот это дело поймали. А так бы минус воблер, минус поводок. Сейчас остались при своих. Но не больше. Вот, знаете, вам сачок. Свой воблер мы уже поймали. Перетирается, видать, леска в одном вот это, на месте узла и рвется. Говно леска. Первый тайм мы уже отыграли. Ох, больной палец крючком задел. Только, видать, слабовато, надо было поглубже. Я тоже, блядь, дурной, блядь. Чтобы... Я знаю, почему ты. Мы с тобой не спели. Луч солнца золотого. То... Да. Кто так тебя научил сажать приманки-то эти? Через голову надо подевать. Переезжаем. Такого я еще не видал, блядь. Никогда. Никогда, блядь. Даже в Сыктывкаре. Ты в каре хоть лезь бы клюнул уже, блядь. Это кто-то грешен. Васильевич, наверное, грешен. Ты, наверное, сегодня утром согрешил. Так, переехали на левый берег Печора. В надежде какой-то. В надежде утопить воблер за 800 рублей, как говорит Николай. Просто, говорит, мечтаю я его утопить. Утопить здесь возможности километр, потому что здесь коряги, травка. Самое то. Ну, от перемены мест слагаемых, походу, сумма в ведре не меняется. Лучше сачок. Не, сачок, давай.
Ну победили, победили вдвоем. Вот и Вот вторая, приставать надо сюда к берегу и вот здесь поедем, а здесь. вот вторая щучка. Да. Ставь эту оранжевую такую же. Ага. Сразу прессовать будем? А? Сразу прессовать будем к берегу? Да ну тут да, наверное, что-нибудь. Попробуем вот так вот поизвращаться. Коля дал мне маленькую блесенку такую, крючок поменьше. И попробуем, если джиголовку не хотят. Правда, крючок тут мелковатый. Ну, попробуем хотя бы, если будут поклевки, то что-нибудь да поймаем. Рыба здесь быть должна, по идее. Но не клюет. Рыба есть. Не должна быть, она есть, я знаю. Я знаю, город будет. Я знаю, саду цвесть, когда такая рыба в Печоре речки есть. Вот. Но брать она не хочет. Морду ворочит. Ну ничего, сегодня они поголодают. Сегодня у них, наверное, пост. Скорее всего. Мы им где-то помогаем. Даже вот блесенку эту не хотят. Странно. Заехали вот такую протоку. Одного окушка на малька я уже выдернул. Только одного. На балансир, да? Вон она щука бьет нахуй. Щука бьет. Щука. Видишь, что ли? Да. Опа, оп. Зацеп. Ну, глубину меньше надо делать. Блин, даже здесь мелко стало. Ёшкин кот. Как так? Здесь вот одного окуня поймал маленького. И все. Щучка ёбнула, 2 раза не попала по белой десне. Опа, опа, поклевка, 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 поклевка. Вот он. Надо туда в траву встать. Там глубже дальше, вот тут вот. Вот здесь вот в глубине попробуем. Тут щуки тоже бывают. Ну, скажем дружно. Есть. Сачок. Сачок. Блядь, ты прям на меня закинул, вот, Васильевич. Апана! Ха-ха-ха! Ну вот, щучку, Поставь резину. щучку нашли. Рыжую поставь и лови. Опа, 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 есть поклевка, опа. Так, все-таки, наверное, надо, снять эту маленькую блесну и поставить опять же головку, я так думаю. Мелковата она слишком вообще. Так, еще одна зубастая. Наша. Ну вот, солнышко село, пошли поклевки. Янцикадан. Жернова, как, блядь, засунуть. Тоже на оранжевую, да? Нет, на белую. На белую. Малек слетает, мелкий. Обычно клюет сразу, когда там пофиг. А сейчас, видишь, несколько раз закинул, он слетает уже. Я его как червяка насадил, малька этого. Опа. Ну хоть не откусила, и то хорошо. Ну да. А зубами взяла и это. На удочку опять щучка взяла. Щучка-сучка. А где окунь-то, блин? Чего окунь-то не берет? Щука какая-то активность начала проявлять. Какую-то активность. А окунь не берет совсем. А окунь, да, совсем не берет. Но он есть здесь, по-любому. Куда бы он здесь делся, блин? Ладно, щука так щука. Умолять не будем.
будем ловить на воблер тебе. Так, мужики, одно могу я сказать с уверенностью. Жоры сегодня нет. Конкретно. Было еще 2 поклевки, сход, 2 схода щучьих. И все. Как бы на уху-то наловили. Щука немножко себя еще показала, пару поклевок. Я так думаю, здесь пару уколотых просто осталось, и они уже не хотят брать. А почему вот окунь не берет, я... Опа, в кусты. Это конкретный куст. Тихо, 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 сейчас подъедем. Он у тебя там дальше висит. Ладно, сейчас отцепим. Обратно переехали на правый берег. На более рыбное место. Ну, если честно, выход щуки один был вот здесь, но не более. Она просто плесканулась, показала, что вот я здесь есть, да, я щука, но даже не взяла. Сейчас еще попробую удочку, ну, на всякий... Опа, вот, видишь, да? Еще выше выходила. Вот она взяла. Ух ты. Ох. О, хоть одна более-менее около килограмма. О, Коля взял количеством, я качеством. Переплюнул Николая. Вот. Ну, напоследок. Теперь можно идти в избу, варить уху. Так, ну что, мало того, что стемнело, так у нас еще и села батарейка. В общем, в избе зарядил новую батарейку. И подводим итоги. Как мы видим, вот уже стемнело. Пока доехали, пока поменяли батарейку, пока доехали, Коля пошел там разжигать печку. В общем, подводим итоги сегодняшнего первого дня. Это вот столько. 1, 2, 3, 4. И вот 5-я хорошенькая щучка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 окуней. Так что уха будет прекрасная уха. Сейчас мы это все дело чистим. Единственный плюс, да, Васильевич, то что чем меньше поймали, тем меньше чистить. Ну да, тут есть тоже свой. Да, сейчас мы быстренько это чистим. И варим уху, в общем, сегодняшнего улова. Даже, наверное, все не будем, пару крупных щучек, наверное, посолим, а мелочевку все это сварим на уху, пустим. А потом уже поужинаем. Вот. Ты выключил? Нет, сейчас вот включил наоборот. Вон, чистим рыбу. Володя, смотри. Ага. Желудок пустой. У одной, у второй щуки полностью пустой, а жрать не хотят, выеживаются, вон. Печенка какая-то темная, блин. Вообще непонятно, что. Обычно щука, когда ловится, в брюхе аж язи бывают, не то что там окунь или еще что-то. А тут они вообще что-то кушать не хотят. Я как-то даже тальмочку, молоть семги нашел в этом в желудке у щуки. Это едят все подряд. А сейчас не едят и, самое главное, не хотят кушать. Как вот их потом ловить, блин, если они голодные и жрать не хотят? Что им не хватает в жизни, блин? Непонятно вообще, что творится здесь. Вот хорошо. Так, мудрые люди говорят, что уху варить сегодня они не будут. Мотивируя это тем, что жрачки, вагон и маленькая тележка. Это так и на есть. Что в темноте корячится? А какая же рыбалка без ухи? Кто сегодня так хотел уху? И завтра я наемся. У нас рыбалки сегодня не было. Не знаю, с одной стороны, да, уже подустали. Сегодня, тем более, дорога 500 с лишним километров у нас была. Что у Николая, что у меня, что у Володи. Ладно. Спорить не буду. Большинство проголосовало за еду без ухи. Ну, посмотрим, чем сегодня нас без ухи накормят. Накрывай на стол тогда.
Все. Все. Так, спасалку под голову. Спасалка у вас где? Занесли? Вот висит. На всякий случай, да, чтобы если дождь. Так, я еще сейчас до Так, избы. Василий, убери пока, да, я накрою на стол, потом уже это самое. Все остальное. Я Да. уже убирал, все. Все, Сейчас я воду занесу. В общем, чтобы дело было быстрее, Всё? сделаем все по-быстрому. Давай. Бог с ним. Без ухи так без ухи. Мешаться не будем. Вот. Нет, ты выключи сначала. О. Потом только включай до конца. Щелк. Все. Пока не выключишь газ, ты не нажмешь. Новая плитка. Испытание новой плитки. Сделал. Подарочек себе на день рождения. На подаренные деньги. Одну украли с избушки. Черти. Чтобы мне ладно было. Ну какая-то это хлипенькая, да, вроде бы. Ну, они все такие сейчас китайские, что? А они что, были другие, что ли? Они все такие были. Да, одинаковые все. Так, что нам Бог послал сегодня? Нам Бог слал. Все ждал, когда Мяско. возьмете. А это что? Что за тара? Моя. Рюмки. Рюмки? О, вот это рюмки. Ящик закончился, короче, этих рюмок. По Был, чуть-чуть был только. ящик. Хорош, куда мы? Был ящик. Нет, ты вот ту рюмку лучше налей, и потом это как бы- Разливай. И разливать, да? Конечно. Тоже правильно. Тут только так меня видно, больше никого. Ну и хорошо. Но я здесь не один. Здесь вот Николай и Володя. Вот они. Ну никак не хотят рассаживаться, чтобы было как всем видно. Ладно. Зато их будет слышно немножко. Вот готовится еще один ужин. Тушенка, гречка, лучок. Поджарим, все сделаем. И долго говорить не будем, да? Буквально. Конечно. Надо еще Маханем. тост надо же. Да, тост. Наконец-то мы снова на реке. И в этом летнем сезоне наконец-то в избушке. Впервые. Я впервые в избушке А, вы после зимы. в тот раз в палатке, что ли? Тут раз мы жили дома. Тут раз мы Прям в унитазе рыба ловилась. выезжали и приезжали и жили дома. На этот раз как настоящие рыбаки. И не клюет. Потому что как настоящие рыбаки. Да, пиццадельные собрались. Водки не взяли. Это что за рыбалка? Вот он и не клюет. Ну ничего страшного. Завтра будет день. Выпьем. Главное, чтобы погода была, а там что-нибудь придумаем. Да, главная погода, чтобы не подвела. Мы как мусульмане. Салям алейкум. Давайте. Спиал. Нашу рыбалочку. Рыбацкий напиток сегодня не мой. Василич привез. Клюковка. Хорошая. Вкусная. Полезная. Красная. Настоящая, да. Настоящая. Так, ложка, шаг. Ложка вон. У меня вот ложка-вилка чистая. Нет, здесь, по-моему, тоже будет чистая. Одна же. Одна? Угу. Мы обычно камеру ставили там, где Василий сидит. Ага. Сами садились под угол все. Ну, где вот плитка, вот сюда рассаживались. Тын-тын-тын-тын-тын. И как бы как-то вот так было. Ну, сегодня плитку обновили. Коля сказал, что на плитке готовить удобнее, светлее, теплее. И можно совмещать полезное с приятным. Так что уху варить сегодня не будем. Сегодня приготовим мясо. Мы, кстати, тоже частенько так вот уху накидали на уху. Вечером пришли. Вот такие вот. Нафиг она нужна. Уставшие. О, еще уху варить. Давай покушаем и так это ляжем. А тем более в первый день, да, действительно,
Надо съедать те продукты, это не зима. Конечно. Все портится. Хотя зимой можно, вынес на улицу, все замерзло, пришел, растопил. Красота. А в этой зимой избушке как бывает? Ну, мы с Ромой были здесь в марте месяце. Ну, тепло, правда, было, где-то около 0. Марки что, на зимние? На зимние ходил? Мгм, конечно. Да? Нормально было. Хотел на первый лед сюда. Здесь на реке прям? Нет, на озерах. А, ну вот на этом. Ну, на реке, если палки поставить на налиму, понимаешь? Мы тут ставили палки на налиму, ловили. Лет 5 назад, наверное. Там, везде искал налима. Особо не было такого. Там один. Искал где-то, думаю, может, тропу налима найду. Плюнул. Ездить далеко, накладно. Жить от избы даже далеко. Да и, бенза много, холодно. И нахрен закрыл я эту тему. Годик помучился. В 3 местах у меня были палки. Без налима, конечно, не сидел, но, как говорится, труд был охрененный. И риск был охрененный. Здесь вот река падает и промывает. Вроде первый лед появляется, потом снег как подушка греет, снизу подмывает. А течение тут очень быстрое, и лед промывает, и промоины страшные. Снегом припорошил, это может бульк туда. Можешь проблем себе Да. найти. А тут И пойдет за ним. 3-4 метра и сразу унесет. Это не где-то в озере. Да. Тут никаких шансов у тебя не будет. Никакие спасалки тебе не помогут. Да, у нас случай же был такой, тоже у знакомого. Ну, в Новый Бор ездили к нему. На буранах на соревнования ездил, на ремарк, там, на скорости, все. Ну, на этом, как он, на крыле, на плане-то летал там у себя в Новом Бору. Это. Потом поехал. Мы как раз должны были весной приехать к нему на эту самую, на рыбалку. Он поехал в Уцильму за Новым Бураном. Новый Буран погнал. И хер его знает, что его понесло. Короче, по дороге не поехал по реке. А там-то он у себя в Новом Бору там все знает, а здесь-то все равно не шибко И знает. полню попал, да? Попал в полынью и пропал человек, все, нет. Буран нашли. А его нет? Нет. Печалька. Печально, да. Печально. Ладно. Спасибо, Ген, что пригласил нас еще раз. Мы Да, на речку Печоры. Вот тебе, чтобы тебе зимой рыбачилось хорошо и приятно. Вот такой тебе подарок. Ну, спасибо. Теплые рукавицы, которые Минус 30. Да. воды не боятся. Выдерживают, не боятся воды, выдерживают до минус 40 даже градусов. В них можно и даже сети проверять. Конечно. Ну да, вот для этого и в И первую сети, очередь. и рыбачить, и Ну, круто. на меху они полностью, воду полностью не пропускают. Неопрен. Воды не боятся. То, что Или не как боятся. там его, да? Нет? Не знаю что, но воду не пропускают. У меня точно такие же дома. Проверял, воду не пропускают. О, у них можно даже насаживать вот этих, когда мальков-то, чтобы руки Можно? Да. и руки. А то у меня постоянно руки трескаются, лопаются, потом вот это все такое. Ну, вот они теплые, хорошие. Ну, спасибо большое, обязательно на зимней рыбалке испытаем. Можно даже кому-то. Давайте. И это, рука чистая останется. Да, и не болит. Отпечатков Без соплей. Спасибо. Давай. Когда он меня подарками уже задарил. Ладно. Завтра, не знаю, надо. Может из-за того, что я на старую удочку ловлю. У меня же подарил мне такую же удочку, какая у него самого. Желтенькую такую, красивенькую. И очень-очень много-много колец. Может у меня из-за этого сегодня не ловит. В принципе, я уже начал перевыкать потихоньку к телескопическим. Ну, как говорится, лучше привыкнуть к хорошему, да? Все верно. Насчет удочки разговора, да? Насчет спиннинга, да. Ну вот как у него-то много колец, да? И почему-то я сегодня был, больше чем уверен, то что, ладно, спиннинг выеживается, да, достану удочку и все пойдет как должно быть. Но окунь вообще не берет. И что это было, вот 3, 4, вот 5
6 окушков. На спиннинг ни одного не поймали окуня Ни вообще, одного. да? Нет, ни одного. Это не просто так. Это, скорее всего, завтра будет дождь или что такое, или давление упало. Это не просто так. Вот щука вечером еще поклевала. Бывает такое, бывает, но очень редко. Очень редко бывает. Такое обычно было в 2019 году, когда вода большая была. Вода была очень большая, весенняя, и каждого окуня надо было умолять. Это просто Васильевич очень везучий у нас человек, да. Да. Скажи, вы просто это, да? Традиции не соблюдаете, да? Да, причины всегда есть какие-то, да. Они здравые на самом деле. А если честно, я уже по зиме немножко соскучился. Очень хорошо. Прохладно. Комаров нет. Это, Мошек нет. это одно. А самая главная причина — это не надо работать. Это просто зимой, вот первый лед, первые 2 недели. Я не боюсь никакой зимней работы, ни снег чистить, ни лунки долбить, ничего. Я просто балдею, то что работы с землей нету, вот этой картошки. Работы вот сенокоса вот этого нету. Ну, та работа, которая денежку дает, как говорится, на реке сильно это не утруждает, как говорится, это работа в удовольствии. Когда деньги платят, конечно. Ну, да, ну, когда холод, ветер, волна, непогода, слякоть в морду, заболеваешь, это все тоже, ну, это как бы реже. Ну, это издержки производства. Да, как Да. говорится, не всегда медок, есть и холодок. Нет ни одной работы, где бы были одни плюсы. Ни А одной так- работы такой А нет. так, зима у нас длинная, но Наверное, да. зима у нас разнообразная. И при желании, даже при всем том бесклеве, которое у нас в нашем течении происходит, вот внизу их Печоры мужики ловят крупную щуку, крупного налима. У нас раньше тоже было Не крупный ловят. налим, а сейчас помельче, потому что глубины не стало. Где имеешь в виду не ловят? Ну, А. Ярьян-Мар, Ижму, Там не только, Усть-Ильму. там не только щука и налим. В смысле размера крупные. Да. У нас тоже Там, раньше. там и сик идет, и вообще рыба-то вся хорошая. Насыпного идет. тоже здесь как Да. бы есть ловят по весне. Тут налим идет, вот осенью тоже крупные экземпляры ловятся, а потом зимой одна мелочь. Дядь идет? Заходит? Сейчас мало уже, Ну, раньше заходит. было. Раньше бывает летом так она аж вода кипит. Она Да. идет. Ну она как попрет, да когда уже прям стадом идет, да. Ну, это зельдевки специально, не вода, там черпают. Не знаю, мне вот не водить, если честно, не нравится. Это ночь, это как будто ты воруешь у кого-то, получается. Тем более, ладно бы законно это было. Не, Купил, ну, она рыба... купил путевку, лицензию, да, можно было бы. Ты заплатил государству, черпанул, проневодил, все, отчитался, как говорится. Это да. А тут получается это противозаконно, ну нельзя. И ты каждого шороха боишься, каждого звука, и 100 лет уже не водил, уже, наверное, больше 10 лет это точно. Потому что, ну его нафиг, я поймаю и на спиннинг, если что, Ну. сеточку могу кинуть, а не вот это. Лучше ночью вот я посижу в избушке спокойно с мужиками, Ну, плаван то имеешь в виду. и плавун, и невод, и... Мгм. А некоторые каждый день черпают, как на работу ходят, и не знаю. Мне вот рыбалка, как говорится, вот такая рыбалка даже и без клёва, это в удовольствие. А так вот, ну, хапать, я не вижу Да, смысла. конечно, ну, смысл, конечно, надо. Может, кто-то зарабатывает на этом, рыбу там продает, не знаю. Но я бы не стал вот так вот ночью себя мучить. Я лучше в избушке посижу, рыбацкого напитку ляпну с мужиками. А днем спокойно покидаю спиннинг, даже пусть если не ловится. Зато какие эмоции, вот это одну щучку поймал, уже какие эмоции. Ну, тем более, когда не клюет, видишь, не Да. клюет, не клюет. Это Вот бац, напоследок так, бац и да. попалось. И вроде, там глубины-то вроде ни хера нет. Ну, есть там, Глубина примерно вот такая. там А? местами больше метра. Так что как-то вот так. Ну, надо сказать, что все равно все хорошо, нужно сказать. Так, Конечно, конечно. по-рыбацки все правильно. Избушечки порядок навели, новую скатерть постелили. Конечно. Ну, не- Приятно. Нету хи, ну и бог с ним. Сидим. Все припасы, что принесли, завтра, дай бог, и сварим уку.
Вроде смотри, когда пришли, что-то поделали, что-то даже очаг. А сейчас смотри, 2-3 рюмочки. Все, выключаем. Ага. Выключаем, Коля. А сейчас вон 2-3 рюмочки, да, поели, закусили, и уже и настроение хорошее. Так сегодня день-то какой? Мы Может во еще сколько встал? Часа 4 встал, проснулся. 3:30. 3:30. 5 уже выехали. Все-таки дорога утомляет. Вот Что так не говорил. Ну а как без этого? Это надо же все учитываешь. Ничего страшного. Конечно. Главное на месте, главное русские, а остальное все. Завтра зато у нас будет полноценный рыбацкий день. И Да. дай бог, чтобы погода не подвела, и остальное все будет. Ой, у меня завтра же у Ожидали. у старшего сына день рождения. Маханем И, обязательно. и никак я не поздравлю его, получается. Почему? Раньше. Позвонишь от меня? МТС есть у меня. У тебя МТС или 2? У меня Теле2. У меня МТС, номер знаешь, если позвонишь. У меня номер-то, блядь, там в этом Ладно. За машине. здоровье сына завтра выпьем. Да, А да, сегодня пьем за здоровье наших подписчиков, новых подписчиков, новых друзей на канале Яндекс.Дзен, на канале Комербак. Потому что YouTube приказал долго жить. Утух YouTube. Утух, да. И Окончательно. закрывать, конечно, я его не буду. По возможности ролики скидывать буду. Все-таки за границей есть ребята, которые смотрят его. Ну, основное направление все-таки будет на Дзене. Возможно, буду закидывать еще на Рутубе. На Рутубе тоже у меня есть канал. И Нормально ссылочку будет, да, Кость? скину Вкус. обязательно в описании. И по возможности, если буду успевать, буду закидывать и туда. Может, кому-то удобнее смотреть на Рутубе. А также жду комментариев, кому как удобно, на Рутубе или на Дзене. YouTube оставим для заграничных ребят. Бросать не будем. Пусть ни копейки дохода уже не будет, это 100%. Мало того, что монетизацию отключили, какая-то копейка была там Подожди. Чего? с просмотра видео за границей. А? Но с этого месяца уже вывести чё? эти даже копейки будет Уже все никак. лет сказать, что ли? Так что Забыл, как полная называется. блокировка. Картон. Вот так вот, как-то вот так. Давайте на пасашоке на сегодня, наверное, хватит. Сегодня бессонница мучить не будет, это точно никого, наверное. Мгм. И вообще, кушал сегодня, вот домой приехали, я на месте засыпал. Потом вроде развеялись, Ну да. Мгм. Нормально. Все хорошо, что хорошо кончается. Машину Николая сделали. Доехала машина все-таки до нашей деревни. Победила дорогу. Месяц скоро будет. А месяц есть уже. Месяц есть. Как раз на 14 на день рыбака. Сегодня 13 завтра Да. будет месяц. Да, да, да. Так что все нормально. За месяц доехали. Ха. Быстрые ребята. Самое главное, что делают все. Вот это вот. Да. Самое главное. Ну сейчас, наверное, все равно. Сейчас, если есть деньги, сделают Да. все тебе. Да. Если нет денег, то будешь. Естественно. Все правильно. Мне что нравится на той СТО, есть какие-то тарифы там, ну, определенная работа за определенную сумму. Ну, не как у нас в Троицке, допустим. Сколько стоит? Ну, я не знаю. А, В смысле не знаешь? Ну, смотря сколько это будет делаться, блин. В смысле? У тебя есть замена, скажем, сайлентблоков, да? ну, нормы какие-то должны И быть все. равно, да. А они, видишь, На легко простые. снялись, одна сумма, тяжело снялись, уже другая Ну, сумма. так не блин. может быть. Ну. А у нас может. И Ну. могут еще, знаешь, верхние поменять, а нижние оставить. Почему не снял? Они закипели. Я опять сдаю, нижние меняют. Я говорю, надеюсь, я вам ничего не должен. Как не должен? Еще 1,5. Мужик там, блин, 1,5 часа работал на них, блин. Время потерял, блин. А что он сразу-то не сделал, блин? А почему он потерял-то? Он на работе был. Новый развал схождения сделали. Так вы сами виноваты. Конечно. Конечно. Нам пригнали машину, И сделали. как бы они сами, народ уже туда идет от безвыходности, потому что у нормальных Очередь очень СТО большая. очередь большая. Мгм. А туда уже идут, кому вот надо срочно сделать, они тяп-тяп и все. Надо менять.
стратегию, скажем так. Вот список. Замена сайлентблоков, Ну, это сумма везде такая. Так. Это везде так. Замена шаровой, сумма такая-то, и все. Ну и да. независимо от того, за сколько ты это сделаешь. Ну да, конечно. Ну давайте. Давайте. За справедливость, Да, на пасашок и спать. Это обязательно. бабушки. Будет день, будет пища. А было мяско тоже сюда надо, да? А зачем? Горячо. Так и жили. Спали врозь, а дети были. Всем бурлой. Всем спасибо за внимание. И всем пока. До завтра. Завтра мы покажем вот такую рыбалку. Давайте. Надеюсь.